Иногда очень сложно отделить компанию от ее основателя. Марк Цукерберг и Facebook, Стив Джобс и Apple, Илон Маск и Tesla. Сложно представить Uber без Трэвиса Каланика. Это Эрик Ньюкомер. Я освещаю новости о компании Uber и других стартапах для Bloomberg. В последние годы Каланик был в центре внимания дискуссий в области техиндустрии. После нескольких скандалов Каланику пришлось отступить от своего детища, куда он вложил ни много ни мало 69 миллиардов долларов. Сейчас мы расскажем вам историю о том, как Трэвис Каланик построил одну из самых успешных, в то же время самых скандальных технологических компаний мира. Трэвис Каланик родился в 1976 году в Лос-Анджелесе. Он учился на техническом факультете Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Свою первую компанию он основал с одноклассниками. Она называлась Scour и позволяла в режиме онлайн обмениваться файлами. Ровно за месяц до окончания института он его бросил и полностью посвятил себя этой компании. Это была не лучшая идея, а попытка была обречена на провал. После ряда судебных исков с совокупным объемом в 250 миллиардов долларов от нескольких компаний из индустрии развлечений, Scour признала себя банкротом. Несломленный Каланик основал другую компанию. Он ее назвал Redwoosh, которая предоставляла услуги пирингового шеринга. Позже эту компанию за 19 миллионов долларов купила компания Akamai, специализирующаяся в облачных услугах. Однако Трэвиса это не удовлетворило, так как он не построил ту империю, к которой стремился. Имея предостаточно средств после продажи Redwoosh, Каланик думал о новых идеях. Следующая глава истории началась в Париже, куда он поехал со своим другом, который владел веб-сайтом StumbleUpon. Они начали придумывать новые идеи. Они придумали идею вызова машины путем нажатия одной кнопки. Он вернулся в Сан-Франциско и основал Uber в 2009 году. Изначально она была своего рода люксовой услугой. Это было черным бизнесом, это было что-то новое. Однако все изменилось в 2012 году, когда на рынке появился новый конкурент — Lyft. Uber'у надо было срочно что-то предпринимать. Было очевидно, что преимущество на стороне лифта, так как эта компания предлагала услуги шеринга более широкому сегменту населения. Каланик, который был известен как гений продаж, не стал засиживаться и привлек огромные средства от таких инвесторов, как Google Ventures и TPG. Затем он основал UberX. Данный продукт сыграл огромную роль. Он позволял нанимать на работу любого желающего. Почти в одиночку Каланик сумел создать, так сказать, сдельную экономику. Он оплачивал услуги подрядчикам с помощью специального приложения. Услуги были разные. Это уборка в доме, доставка еды и тому подобное. Несмотря на то, что к этому моменту в компании трудились 12 тысяч человек, он позиционировал свою компанию стартапом, чтобы избежать различной бюрократии. Каланика часто критиковали из-за нескольких инцидентов с его участием. Со временем данных инцидентов накопилось настолько, что о них кричали все заголовки СМИ. За первые 3 месяца 2017 года появились десятки скандальных видео, которые предоставляли серьезную угрозу репутации компании. В своей жизни ты во всем винишь всех окружающих. Шумиха не утихала. В феврале 2017 года Совет компании нанял прокурора Эрика Холдера, чтобы тот расследовал одно из дел с участием Каланика. Спустя несколько дней Uber выпустил 13-страничный доклад с обвинениями в адрес основателя. Спустя неделю Каланик сложил полномочия руководителя. Следующий вопрос — кого наймет Каланик на свою замену? И кто будет успешно рулить компанией в эпоху после Каланика?